Пры Лукашенку развеліся больш за 1 мільён 100 тысячаў беларускіх сямей. Чаму разводзяцца нашыя суайчыннікі? Хто ў гэтым вінаваты? І як жыць разам доўга і шчасліва? Паважанае спадарства, добрый вечар. Меня зваць Зміцер Міцкевіч. Вы глядзіце ток-шоу «План Б» і зараз будзем разбірацца. Залатое вяселле улетку будуць адзначаць Александр і Галіна Лукашэнкі. Яны ў шлюбе з 1975 года. Вы разведены? Нет. Мы с матерью моих старших детей давно уже не живем. То есть официального развода не будет? Зачем это надо? Кому это надо? Скажите, кто от меня требует этот развод? Может быть, младший сын? Слушайте, сколько мой Коля встречался с моей Родионовной несколько раз, он в жизни никогда ничего не сказал. Мама не против? Никто никогда. И Даша тоже, которой вы говорите, не заводила этот разговор. Поэтому, кому это надо, я не понимаю. Трэба гэта аказалася 1 100 000 параў. Столькі разводаў за час кіравання Лукашэнкі зафіксаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. В статистике число разводов, оно достаточно сегодня большая цифра у нас в стране, поэтому формируем мировоззрение, особенно у молодежи, о терпимости в семье. У першы год сямейнага жыцця беларусы разводзяцца рэдка. Гэта вынікае з апублікаваных у гэтым месяцы звестак Белстату. Згодна з імі, летась да першага гадавіны шлюбу паспела расстацца кожная 50-я пара маладых сужэнцаў. Чвэрць шлюбаў распадаецца на другім-5 годзе жыцця, а найчасцей пары касуюць шлюб з 6 да 10 года разам. Гэта зноў-такі такая гісторыя сусветная. Што цікавага менавіта пра Беларусь можна сказаць, гэта ўсё больш параў падаюць на развод, якія пражылі разам больш за 15 гадоў. Паводле Белстату, каля 12% параў разводзяцца, пражыўшы ў шлюбе 15-19 гадоў. Пасля 20 гадоў сужэнцкія вузы разрываюць 15,5% параў. Раней, асабліва шлюб гэта на ўсё жыццё, цярпі і пераадольвай складанасці разам, то зараз пары і збольшага гэта жанчыны менавіта, яны разумеюць, што ў прынцыпе так, навошта цярпець, калі можна не цярпець. Леташняя колькасць разводаў неістотна адрозніваецца як ад пазалеташняй, гэтак ад той, што зафіксавалі 10 гадоў таму. Але ўсё спазнаецца ў параўнанні. Аказваецца, мы на 6-м месцы ў свеце ў колькасці разводаў на душу насельніцтва. Асноўнымі фактарамі, якія прыводзяць да распадаў сем'яў, даследнікі з Петрэлі Прывітэра назвалі злоўжыванне алкаголем, беднасць, беспрацоўе, гвалт у сям'і і жыллёвыя праблемы. А таксама тое, што заканадаўства дазваляе даволі проста скасаваць шлюб. Тым часам чыноўнікі на штогадовых канферэнцыях з нагоды Дня сям'і, які адзначаюцца ў траўні, акцэнтуюць увагу на іншых лічбах. Ценность семьи для белорусов очень высока. 98% населения считает семью важнейшей частью своей жизни. Як жа так? Чаму самае каштоўнае і найважнейшае беларусы захаваць не могуць? І на гэтае надзвычай важнае пытанне сёння разам з намі адказ будуць шукаць нашы госці. Журналістка, артыстка, спевачка, заснавальніца школы беларускага строю Кацярына Ваданосава. Добрый вечар. Добрый вечер. Журналіст, фрилансер, блогер, психолог Ілля Добротвор. Добрый. Психолог Лілія Хрэмчык. Добрый вечер. А таксама моя цудоўная сувядучая Ольга Старасціна. Вітаю, спадарства. А пачнем высвятлення грамадскай думкі. Скажыце, спадарства, як вы лічыце, чаму Лукашенко не разводзіцца і як вы ставіцеся да такой двудушнасці? Пачну я. Я мяркую, што Лукашенко не разводзіцца, таму што не хоча, каб новая жонка была яго афіцыйнай, каб не запатрабавала новы шлюб. Ён можа мець любоўніц, каханак, столькі, сколькі захоча, і не ўступаць пры гэтаму афіцыйны шлюб. Ён сабе страхуе. Гэта маё меркаванне.
Я вообще к этому существу никак не отношусь. Ну, сохраняет статистику, сохраняет скрепы. Возможно, это будет как шутка, но разве нет такого, что после развода жена должна забрать половину имущества? Пол Беларуси. Ну, знаете, Лукашенко же такой традиционалист, такой из деревни, свой. Значит, как это разводиться? Это показать на всю страну, что даже я развожусь? Ну, значит, я не номер один. Как так? А я лічу, што Лукашенко просто, як заўсёды, поступае эгоістычна, як ён сам эгоіст. Можа нават быць такое, што ён тупа здзекваецца на сваёй жонкай, першае таму, што ой, паглядзі, ось, і так далей. Таму нічога тут такога, я не ведаю, складана не мага тупа здзек. Давайте рассматривать это с точки зрения политтехнологии. Белорусское общество, оно очень консервативное. Одно из самых консервативных. Второе, наши соседи поляки, но все-таки белорусы лидируют. Поэтому развод для кандидата президента, кандидата на любую должность публичную, это всегда бьет по рейтингу в сторону минус. Ну и зачем как бы натягивать, фальсифицировать больше выбора, как бы, когда можно этого не делать. Потом никакой практической роли на самом деле этот развод ему никакой выгоды не несет. То есть несет какие-то минусы, репутационные минусы. А так он выглядит как лидер, который не бросил свою жену, тем не менее, обеспечил. То есть настоящий мужик. Настоящий мужик там имеет какие-то, как в представлении, так скажем, советского человека, там он имеет любовницу, он сына воспитывает, то есть кругом положительный персонаж. Лілія, у мяне пытанне вось такога тэхнічнага характару, можна сказаць. Глядзіце, з аднаго боку мы ведаем статыстыку, што для 98% беларусаў сям'я, практычна галоўная каштоўнасць. Але пры гэтым кіраўнік краіны, вось творыць такое непатрэбства. Все гэта бачаць. Як гэта у людзей в галаве укладваецца, вось у ягонага электарату? Но я не думаю, что его электорат не понимает, что происходит. Я думаю, что даже его электорат понимает. Но просто вождю все прощается. Ему можно больше, чем можно обычным смертным. Мы же слышали реакции на фильм про его резиденции, да? Реакция его сторонников была такая, что он президент, ему это нужно, и так должно быть, не в избушке же ему жить. Поэтому гарем и наложницы — непременные атрибуты вождя. Мне кажется, они очень это все поддерживают. А мы вот у наших гледачоў запыталіся, у тых, хто, канешне, развёўся, чаму яны развяліся. Давайте паглядзім на вынікі. Вось, бачыце. Это советская... Не сошлись характером, это такая, так штамп советский, нет? Ну і вось, раз вы, Ілля, заговорили, то давайте з вас тады і пачнем. Як в школе было, хто придумав, то і кіч. Здавалося б, у вас була така щаслива сім'я, 5 дітей, а тут вось такая ситуація, що не сошлися характерами ці алкоголь і іншая залежність. А можно все? А можно весь список посмотреть? Ну вот, да, и есть. Даже не знаю, может быть, моего варианта тут нету, но как-то... Вообще статистика играет, на самом деле, сыграла сразу изначально против меня, потому что, я не помню точно, но около 90% семей эмигрантов, те, кто расходятся. И, безусловно, там по инициативе женщин. Я бы говорил о том, что женщина, переезжая, хочет поставить как бы крест на старом житье, там, старом муже, который там, в принципе, ассоциируется с тем, с диктатором, там, с Белоруссией как-то, и начать новую жизнь в новой краине. Безусловно, мы перетягиваем, тоже нельзя сказать, что там плохой Евросоюз дал свободу. Там в Польше бы, допустим, развод занял бы, 5 лет где-то. В Беларуси это все быстро, это все доступно. Может быть, это тоже такой фактор, который не очень хороший. Вот. Безусловно, мы, с одной стороны, развелись, а с другой стороны, мы, в принципе, не можем разойтись, потому что у нас есть еще церковный брак, который как бы не предусматривает развод в принципе. Да, сейчас за деньги у русской православной церкви можно купить развод, но перед Богом ты все равно будешь женат так или иначе. То есть там не предусмотрены какие-то пути отхода, и я считаю, что это правильно.
Моя история, это как бы сугубо моя история, и я, ну вот, если жена решила как бы развестись, это ее право, я считаю, я не судился с ней, я оставил все имущество ей. А детей? А детей я бы забрал, но вот суд на мою сторону не встанет, поэтому бесполезно. На самом деле, вот в этом плане мужчин, вот что касается детей, мужчины находятся как бы в таком незащищенном положении, потому что даже если... Ну, то есть нужно, чтобы мать пила, мать там приводила компании, там, то есть вообще вела социальный образ жизни, тогда как бы ты имеешь шансы получить детей. Если мать не ведет асоциальный образ жизни, то никаких шансов у тебя нету, нигде. А вы судились? Я не люблю вообще судиться с То родственниками. бок вы загадзя ведаеце быццам бы вынік того суда, Достаточно анализа судебных решений, не обязательно самому наступать на грабли. Как бы я понимаю, что есть своя логика у каждого, но не надо идти в суд, чтобы знать результат суда. Да? То есть не надо наступать на грабли. Так, але у мяне просто вот цікавіць такое пытанне. У вас 5 дзяцей, я, шчыра кажучы, не ведала. А чаму бы не взять и не поделить такую великую колькасць дзяцей? Можно поделить. Я предлагал, как бы, но у меня жена не захотела. Это ее право. Ну, я не думаю, что стоит идти... Вот суд — это самое последнее, когда мы там разругались, там, не знаю, с ножами друг на друга. Мы поддерживаем нормальные отношения, то есть вполне разговариваем. То есть я могу приезжать, когда захочу. В принципе, то есть таких проблем нету с общением с детьми. Все-таки немножко я соглашусь даже с судами, но тут у меня, наверное, психолога надо включить. Все-таки детям больше нужна мать, чем отец. Лилия Колеваска, может, прокомментировать? мы вас слухаем. Начнем с того, что мне не нравится сам посыл, постулат, что женщине Евросоюз дал много свободы, поэтому она легко разводится. Это очень удобная мужская позиция, не смотреть в суть проблем, в глубину причин, а искать какие-то поверхностные мотивы. Ну, типа, женщина от эмоциональности, от какой-то неуравновешенности вот решила развестись. Чтобы развестись, женщина проделывает очень долгий путь. Иногда этот путь длится годы. Она объясняет, показывает, рассказывает, убеждает, как с ней надо, как с ней не надо, как надо с детьми, чего ей не хватает. Но мужчина упорно годами не слышит. И когда наступает крайняя точка, когда женщина уже внутри себя приняла это решение, для мужчины это становится новостью, прям открытием. Он не ожидал, он вдруг услышал, что их отношения подошли к концу, хотя она годами об этом говорила. Это особенность какой-то, мне кажется, мужской психологии, не слышать то, что говорит женщина. В обиходе это называется «жена выносит мозг». Вот, то есть попытки женщины поговорить, объяснить, что не так, мужчина классифицирует как вынос мозг. И однажды женщина устает выносить мозг и решает развестись. Прабачце, што я тут пераб'ю, просто тут одна важная заўвага, вось калі мы пра камунікацыю гаворым, можа быць, зноў жа, чыста вось сваё меркаванне выкажу, можа быць якраз в этой камунікацыі тады просто не хапае канкрэтыкі. І зноў жа, ведаеце, мужчыны, зноў ж не магу за ўсіх казаць, але вот таксама са свайго досведу, што пакуль табе канкрэтна штосьці не скажуць, то ты можаш гэтага не зразумець. Намёкаў, паўнамёкаў ці чагосьці яшчэ. І потом можа быць, гэта просто супольная праблема камунікацыі тады. Потому что то, что Лилия говорит, да, то есть, с одной стороны, она тоже обобщает все мужчины. У меня была абсолютно другая ситуация. Я постоянно говорю жене, давай поговорим. Она говорит, я не хочу разговаривать на это. Вообще не хочу. То есть, ну, когда нету канала коммуникации, то с моей стороны есть, с нее нету, то тут, наверное, другая история, да. То есть не то, что женщина говорит, а если она молчит, но не хочет говорить. Но это тоже ее право. Это правда, что часто очень к разводам приводит плохая коммуникация. Это правда. То есть то, что люди не проговаривают свои обиды, не проговаривают свои претензии, не обсуждают то, что они хотели бы улучшить, исправить, конечно, это приводит к разводу, потому что разрыв отношений, надо понимать, это крайняя степень проявления агрессии. То есть агрессии в отношениях за годы вызревает очень много. Если эту агрессию никак не размещают в отношениях, ничего с ней не делают. Иногда пары говорят, мы не ругались даже, да? Так вот лучше бы вы ругались, и, возможно, у вас появился бы шанс сохранить отношения. Потому что агрессия
находит свой выход в разрыве отношений. Это крайняя степень, надо понимать. Значит, к этому приводили многие-многие эпизоды, где агрессия накапливалась. Почему она накапливалась, это уже дело внутри пары индивидуально. Вот. А дальше про тяжесть, сложность разводов, как это удерживать, никак это не удерживает, потому что люди, которые решили развестись, просто перестанут жить вместе. Даже если как-то ухудшить условия развода, все равно люди начнут заводить любовников, любовниц, жить вторыми семьями. Все равно эта проблема не решит. Официально статистика может улучшиться, но формально люди будут жить с другими партнерами, и это ничего не изменит. Да таго ж мне падаецца, што ў еўразвязе гэта нават цяжэй зрабіць, калі няма бежанства, напрыклад, у пары, то іх просто не развядуць. Ну, абцакраёвцы так. Ну, таму пра што можа ісці гаворка, калі мы кажам, што ах, яна дыхнула паветра свабоды і раптам вырашыла развесціся, а гэта так проста ў еўразвязе. Ну, это некая лухта, прабачце. А мы разводзілись не еўра. Кацярына, глядзіце, вось якраз пытанне тут да вас, як да чалавека, які не толькі мае асабісты досвед, але таксама вёў жаночую праграму і вось таксама шмат з кім размаўляў. Чаму, па-вашаму, жанчыны выступаюць ініцыятарамі разводу? Ну, бо, зноў жа, вот статыстыка в большасці гэта ініцыятыва жанчыны. Што не так? Ну, умоўна кажучы, вось калі так проста сказаць, вось ёсць жа гэтае, да, вось нармальна же общались, да, бывала. Вот. Все было же добра, а потым хоп, і ўсё оказывается недобра. Для мяне шлюб, як інстытут, заўсёды быў свяшчэннай каровай. Я нават падумаць не магла, што я магу развесціся. Хаця пры гэтым штосьці ўнутры пастаянна, як такі, ведаеце, чарвячок вылазіць і кажуць: нешта тут не так, чаму ты нешчаслівая? А другі чарвячок кажа: а ну все же так жывуць. І я ні ў якім разе не хачу абвінавачваць свайго былога мужа. Мы зараз, як бы, ну, я пра яго думаю менш, чым пра Рымскую імперію, напрыклад. Але на сённяшні момант, калі я ўжо перажыла, ператрывала ўсё тое, што мне прыйшлося перайсці і ператрываць, я насамрэч яму нават у некаторай ступені удзячная, таму што ён здолеў зрабіць тое, на што не вырашылася бы я. Я, напэўна, так і цягнула бы гэту лямпку, працавала на некалькіх працах, мы жылі бы ў маёй кватэры, ездзілі на маёй машыне, я бы забяспечыла сям'ю, надрывалася, хварэла, і мне бы на гэта ўсё адказвалі: забалела, ідзі к врачу. Вот. У мяне ўсё было проста, ад мяне муж сышоў сам. Чаму сышоў? Таму што, ну, па-першае, ён мне здраджваў доўгі час, і я пра гэта даведалася, калі майму малодшаму дзіцёнку споўнілася 3 гады, падчас ягонага дня народзіну. Выпадкова даведалася. І тады зразумела, што, ну, як бы працягваць адносіны няма сэнсу, калі ў яго ёсць іншая жанчына. Хаця мне гэта каштавала вялікіх высілкаў. Я гаравала. Мне было вельмі цяжка, таму што я не разумела, чаму так. Вось. А з ягонага боку мне на пачатку было, канешне, няясна. Як можна кінуць дзяцей, як можна проста сказаць: я ухожу. А если хочешь, будешь мне выносить мозг, я у тебя заберу детей. Ну, зразумела, што нікога ён не забраў, таму што каму это трэба. Вось. А зараз я разумею, чаму так сталася, што было праблемай у нашым шлюбе, у нашай вот этой вот камунікацыі. Мы былі абсалютна... У нас былі розныя установкі, у нас былі розныя мэты. У яго было, ведаеце, такі выраз, улюбёны ягоны выраз у адносінах да мяне. Катя, у тебя шила в заднице, направленное острием в сторону окружающих. То бок, мне заўсёды штосьці карцела рабіць, мне заўсёды былі справы. Я вельмі строга адношуся да сябе і да іншых людзей таксама, да ўсіх, да тых, каго кахаю, каго люблю, да, ну, неважна, абсалютна. А яму хацелася нармальнага чалавечага жыцця, акурат таго, пра што казала спадарня Лілія, каб яму не выносілі мозг, каб можна было прыйсці, пагуляцца ў танчыкі, не ведаю, папіць півка. А ў мяне пастаянна было штосьці, на што яго трэба было спадвігаць. І да таго ж, ведаеце, у мяне не было гвалту ці аб'юзу ў адносінах. У мяне быў хутчэй газлайтынг. Вот это, то, што, а навошта табе это трэба? А куды ты ідзеш? А навошта? А ён жа са мной хадзіў, ён гітарыстам маім быў у гурце. А навошта нам это канцэрт? А колькі нам дадуць ганарару? А што тебе дома не сидіцца? А ты сама вінаватая. А давай, што ты вообще, ну непонятно,
все прешься куда-то водоносом. Вот. І это было вот такі лейтмотив, які цягнуўся па сутнасці 7 гадоў. І, канешне, рана ці позна ён знайшоў сабе такую жанчыну, якая задавальняла яго па ўсіх фронтах, якая не выносіла яму мозг, да якой можна было прыйсці і, напэўна, я не ведаю, пагуляцца ў танчыкі. Са мной гэта было немагчыма, адпаведна, ён і сышоў. Ну, вот это асноўная прычына. Так што я не ўваходжу ні ў адну з тых градацыяў, якія былі паказаны на экране. Не то, каб не сошліся характарамі, но не, просто здрада, напэўна, так. Слушай, а у меня вопрос, а где он время вообще находит? У меня всегда... Ён вот это сыходзіў когда... на працу. Я И вообще казалось, не что я понимаю, на где праце. находят время на здраду, да? То есть я прихожу домой, мне вот только вот упасть, да, и спать. Какая здрада, какие рестораны? То, ребята, ну, если ты же в эмиграции, ты работаешь чуть ли не в режиме 24/7. Это было не в эмиграции. Я развелась В Беларуси то же давно. самое. Не, есть, просто ну- калі чалавек кажа, што я затрымліваюся на працы, я гэта ўспрымаю, як я затрымліваюся на працы. І мне нават у галаву не прыйшло, што мне могуць хлусіць. Вось. Таму праблема, я кажу, праблема не в тебе, праблема во мне. Вот тут была праблема во мне. Я не уявляла, што у сямейных адносінах можа быць хлусня. Я тоже до такого времени не думал, что... И причем, что интересно, я не знаю, вот на самом деле, Лилия, вот это правильно или нет? Нужно ли все время говорить правду? Как вот у меня была позиция, я рассказывал жене о всем. Она не рассказывала ни о чем. Потом какие-то моменты начали, то есть правда, полуправда вылезать. Мне очень не нравилось, что... Ну, она у меня вообще классная. Она говорила мне всегда, что... слушай, говорит, это у тебя проблемы с женой, у меня проблем с мужем нету. То есть это вообще фраза такая, которая запомнилась. Во, слухайте, Ілля, я вот так само вот в ваших социальных сетках я часам бачу, что часто вы якраз таки пишете об тым, что ну вот жанчыны несуць пэўную частку адказнасці за вось як это выкарыстанне мужчын, там умоўна кажучы, так вот тоже такія есть. стасункі. Не всегда. Мне вот просто цікава, ну то бок гэта атрымліваецца як там толькі з вашага досведу, да? Альбо вы робите такую экстраполяцию на все громадство? Я смотрю просто, это не то, что это как бы имеет такое вот, ну, сусветное, да, то есть я беру просто своих знакомых, друзей, истории разводов, почему, что, как. Женщины, то есть я видел много, что для женщин дети, когда становятся просто таким элементом содержания себя, то есть она не может себя содержать, ей нужны дети, чтобы содержать, то есть разводы, когда начинается... Как это все яднается. Это разные истории. Для Ну, того, ты знаешь, как жить, ей потребны дети. Да, потому что она получает деньги на них, Это она не мизерные гроши. работает. Я працавала на 2 працах, Алименты, знаходячыся ў как-то дэкрэце. живут. Слушай, люди, есть женщины, которые еще бухать успевают на эти деньги. То бок вы зараз на ўсіх жанчын Я наводзіце... перед этим сказал конкретно, не надо мне вот вешать то, что я не говорю. Я говорю, что есть истории, которые из моего осяродья, да, то есть моих знакомых, друзей, разных. Я могу тоже сделать вывод, как в РЕН-ТВ, что американцы изобрели какое-то оружие, которым облучают всех женщин, поэтому они разводятся. Для того, чтобы уничтожить славян, да? То есть можно и такую сделать теорию заговора. Почему нет? Поэтому не надо приписывать мне, как бы, что я, те истории, те кейсы, которые я вижу по знакомым, когда разводятся пары, просто которые я вот не мог поверить, да, что они могут разойтись, но они разводятся. Разводзяцца таму, што жанчыну не задавальняе матэрыяльны ўзровень у сям'і? Наоборот, разводятся люди, которые достаточно обеспечены. Там нету проблемы с деньгами, понимаешь? Тады я не разумею, чаму яны разводзяцца. А потому что вот ей захотелось. Ну вот и все. Шальная императрица. А почему нет? Лилия, я бачу, у вас есть реплика. Да, нет такой причины, ей захотелось. Это, знаете, очень какая-то удобная мужская позиция. Понятно, я по-другому. Женщина, ну просто, знаете, вот она неадекватная, ей так захотелось, и вот она решила развестись. Женщина, которая остается с детьми после развода, несет на себе невероятную нагрузку. Начнем с того, что мужчина, который остается, Илья тут жаловался, что ему не отдают детей, хотя, опять же, я согласна с Катериной, что он не судился и не знает, оставили бы ему детей или нет. И это очень странно делать вывод о судебных решениях, не пройдя этот путь судебный, да? Потому что все могло быть иначе. И есть достаточно примеров, когда социально оставляют, даже если мать в порядке, не пьющая и так далее. Так вот, женщина остается опорой для вот этой оставшейся семьи.
для себя и для детей, в то время как мужчина остается опорой только для себя. Да? Если дети остаются с женщиной, то она несет ответственность и за себя, и за них. Говорить о том, что она наживается или как-то начинает расцветать, оставшись с детьми на детские деньги, которые невероятно огромного количества, аж 25% от какого-то там минимального своего оклада мужчина дает, это очень, знаете, неправдоподобно. Женщинам слышать обидно, потому что женщина вынуждена после развода работать больше и тратить на себя меньше, потому что дети отнимают львиную долю всех трат. Но мужчина, наверное, который утверждает, что за детские деньги можно как-то шиковать, он, наверное, никогда не содержал ребенка просто. Потому что у меня, допустим, сейчас в миграции платная школа, все кружки платные, платная медицина на ребенка. То, что там дает отец, спасибо ему большое, что он дает, но это совсем не покрывает всех расходов ребенка. Это просто даже, ну, это смешно обсуждать. Развод заўсёды цяжкі, гэта заўсёды траўма, гэта заўсёды стрэс агромністы. А если нет чувства, это нету просто стресса. трэба пералапаціць усё жыццё. Да. Нават калі няма пачуццяў. Але ведаеце, я сужу па сваім першым мужы. Яму было абсолютно легко взять и сысці ад жанчыны з 2 дзецьмі да іншай жанчыны. Потому что не было чувств, нет? Іншы мой сябар таксама зрабіў тое ж самае. То есть няма ніякай праблемы. Дзеці не з'яўляюцца абцяжарваючым фактарам для мужчыны, які сыходзіць з сям'і. Ну, можете... Я тебе могу так сказать. Я долгий час после развода, после вот этих копался в себе, я считал, что я виноват, вот я виноват. А потом я пришел к выводу, что, в принципе, скорее всего, не надо себя винить, потому что ты загоняешь себя такой депресняк, ну его нафиг. Просто ты понимаешь, что, в принципе, наверное, мы оба хороши. И в этой ситуации виноваты мы оба. Безумоўна. Так, то же самое думаю я. Напэўна, калі б я ходила в халате и бегудях, то у меня был бы счастливый шлюб. И потом, похожая, да, ситуация, когда я пытаюсь восстановить... Мне жена хорошую аналогию когда-то привезла еще в Минске. Говорит, вот кувшин разбит, а ты пытаешься его склеить. Ты собираешь вот эти осколки, пытаешься его склеить, а вот, ну, он все, он разбит. Так. І вже ти нічого не Нема вернеш. сэнсу захоўваць. Я таксама так лічу. Мне падаецца, што калі людзі кажуць, што я захоўваю свой шлюб дзеля дзяцей, это, прабачце, я не ведаю, ці можна на план Б казаць булшит. Можно. Можно все. Если что, вырежут. Вот, тому што атмасфера недаверу, атмасфера нелюбові ніколі не ідзе на карысць дзецям. Як бы бацькі, якія не кахаюць адно аднаго, не хацелі захоўваць шлюб дзеля дзяцей. У гэтым я абсолютно згодна. Не для детей. Просто чтобы заховать шлюб, должно быть с двух сторон. Чтобы брак сохранить, должно быть желание с двух сторон. Если это желание только с одной стороны, никогда ничего хорошего с этого не получится. Раз заговорили про жадание, слухайте, у меня это пытание было. Лилия, вот у меня все знакомые, раз мы кажем про захование шлюба, якія пайшлі до семейных психологов, все развелись. Это опасно. Что вы им там кажете? Да, давайте психологов обвиним в том, что они разводят людей. Может, мы начнем с того, что люди приходят к семейным психологам, когда уже край в отношениях. Да? Не ходят же люди, когда просто проблема. У нас проблема в коммуникации, мы хотим, чтобы вы нам помогли как-то наладить это, да? Или, допустим, у нас произошла измена, мы не можем это пережить. Может быть, есть какие-то способы, кстати, с изменами психотерапии семейная хорошо справляется. Но они же приходят, когда это уже шаг предыдущий разводу. Вот они завтра идут подавать заявление, сегодня они идут к семейному психотерапевту. Что здесь можно спасать? Они сходят 1 раз или 2 раза и думают, что что-то произойдет, вау, какой-то эффект случится. Мы вдруг были годами чужими друг другу людьми, а вот сейчас придем и вот что-то мы начнем друг друга любить. Конечно, это не происходит. Можно наладить отношения с помощью семейной психотерапии, но надо понимать, что если вы годами люди отношения разрушали, то чтобы наладить эти отношения, тоже нужны годы. Это не произойдет за 1 или 2 раза. Поэтому говорить о том, что там после психологов мы развелись, вы к психологам пришли уже в состояние развода, и психолог не может вам сказать,
давайте сохранять и не портить статистику. Все равно решение о разводе остается за людьми, и психолог сопровождает на пути уже принятого решения. Вот и все. Аднак пасля таго, як людзі прымаюць такое рашэнне, часам адбываюцца розныя не самыя прыемныя гісторыі. Давайте-ка паглядзім. У Александра Лукашэнкі вялікая сям'я, 3 сыны і 7 унукаў, расказваюць нам на сайце president.gov.by. Пра жонку згадваюць раз на 5 гадоў у дэкларацыях кандыдатаў на прэзідэнцтва. Паводле апошняй з іх Галіна Радзівонаўна мае дом і зямельны надзел у Шклове, ды яшчэ палову дома каля Шклова. І хоць яна не выконвае абавязкаў першай ледзі, але дабротамі адпаведнымі карыстаецца напоўніцу, напрыклад, прэзідэнцкім лайнерам. Рейсы в Италию, Францию, Австрию, Швейцарию, Израиль, Катар и Черногорию. Но, кстати, любимые курорты Галины Родионовны – это стандартные для белорусов Турция и Греция. Пасля расстання палёт нармальны далёка не ва ўсіх парах. Уладальнік палацу і 17 рэзідэнцыяў не мае патрэбы дзяліць жонку шклоўскія 200 квадратных метраў. У сем'ях жа шараговых беларусаў часцяком дзеляць не толькі нерухомасць, але нават унітаз, стары лінолеум і лыжкі. Наталья прожила в браке 10 лет. Во время развода договорились, что каждый оставляет за собой свое имущество. Когда разрыв уже был позади, экс-супруг стал писать Наталье с требованием вернуть то нож, то старые табуретки. Потом вспомнил про сковородку, которую дарили родственники Натальи, и даже потребовал вернуть банку вишневого компота. Мы паглядзелі прэсу, каб даведацца, якія гісторыі скалыхнулі беларусаў апошнім часам. Ёсць пары, якія праз суд дзеляць віртуальную маёмасць. В компьютерной игре, о которой идет речь, любая новая опция стоит немалых денег. В прокачке героев участвовали оба супруга. Покупалось за реальные деньги много бонусов. У горадні мужчына пасля разводу пакінуў 3 дзяцей, але пакідаць ім двухпакаёвай кватэры не захацеў. Из-за отсутствия четкой регламентации в законе, по указу номер 240, Максим получает в собственность почти половину квартиры, купленной за бюджетные деньги, где после раздела имущества окажутся дети. А вось былыя сужэнцы з Берасця пасля разводу засталіся жыць разам у двухпакаёўцы. Если я на кухне, то он туда не идет. Если он, то я не хожу. Мало ли я что-то не так сделаю, спровоцирую его, поэтому стараюсь не попадать в поле зрения. Летась развёўся і галоўны дыкпік краіны Олег Идукевич. У нас же есть такие маменькины эти сынки, пирожки, как их называю. Они всю жизнь с мамой. Потом приходит, а мама ему каждый день говорит: это плохая жена, ты достоин большего, ты достоин лучшего. Он слушает, мама дура, и он дурак. То есть они вдвоем уничтожают семью. И потом он с этой мамой до гроба живет. Ягоны развод ставяць у прыклад у галоўнай прапагандысцкай газете краіны. Я, когда развелся со своей женой, взял только собаку. Мужик должен все оставлять женщине и детям. Это стыд, когда через суд и скандалы пара делит шторы и кастрюли, а мужики бегают от алиментов. Бегаў ад элементаў жыхар Магілёўшчыны. Бацька 5 дзяцей быў ім вінен 16 000 рублёў, калі зрабіў тэст на бацькоўства. Медицинские судебные эксперты, исследовав биологические образцы, исключили биологическое отцовство мужчины по отношению к 3 младшим детям. Бывший многодетный отец может исключить отцовство в судебном порядке. Усе гэтыя выпадкі выглядаюць бяскрыўднымі на фоне гэткага разводу. В это утро у них на почве ревности произошел конфликт. Предположительно, в этот момент он взял канистру с бензином, облил женщину и поджег. Пасля такіх гісторый у галаве круціцца толькі адно пытанне: ці варта ўвогуле ўступаць у шлюб? Спадарства, як вы лічыце, каб менш было такіх гісторый, можа варта на заканадаўчым узроўні увесці шлюбныя дамовы, каб перад тым, як уступіць у шлюб, людзі вырашылі, калі будуць разыходзіцца, то хто і з чым? Ну, увогуле, я лічу, што шлюбная дамова – гэта цалкам цывілізаваны працэс, і я думаю, што гэта ўсім бы дапамагло. Вось потым не расказваць пра тое, хто ў каго што адабраў і ўсё такое. А ўвогуле, для таго, каб людзі не разводзіліся, і мы не чулі вось столькі абідаў адзін да аднаго, то дзяржава магла б у гэтым пытаннях паспрыяць. Па-першае, гэта псіхалагічныя заняткі яшчэ пачынаючы са школы, таму што людзі ўвогуле, вырасшы ўжо ў дарослых асобаў, яны не ведаюць самі сябе. Яны не ведаюць ні сваіх каштоўнасцяў, ні сваіх мэтаў, ні ўвогуле якую сям'ю яны хочуць і як гэта. І мы ўсё, як бы, ці ёсць у нас прыклады добрай сям'і ўвогуле?
Успомните свою бабулю с дедом, успомните своих матери, свою тетку с дядьком. Так? Наўрад ці саберэцца шмат добрых прыкладаў. І таму вось гэтыя прыклады здаровых стасункаў трэба людям, ну, як бы узрошчваць з дзяцінства, паказваць, што такое здаровая камунікацыя, як і ўвогуле трэба налажваць, так? І вось гэта навык. Таму дзяржава магла б пра гэта паклапаціцца, але ў нас толькі традыцыйныя ценнасці. Ну, мы бачым, якія традыцыйныя, асабліва на прыкладзе Лукашенко. Я поддержу абсолютно Олега Гайдукевича, и абсолютно он правильно говорит. Ура! Только настоящий мужик не будет там из-за каких-то консервов, там, каких-то квартир там или что-то судиться фактически со своими детьми, которые находятся с женой. Будем честны, типа оба хороши стороны, и женщины, и мужчины, как изменять могут все и прочее. И если есть изначально какие-то условия, по которым они могут разойтись, уже подписанные обоими сторонами, ну, это как минимум проще, чтобы не было вот этих судов очень долгих или тех же самых ситуаций, когда кто-то обливает кого-то бензином, делят тарелки. Вот, я считаю, что да, очень хорошо. Я тоже за брачный контракт, потому что в брачном контракте можно прописать все четко, все юридически, ты будешь знать, что можно, что нельзя, что будет, и ты прекрасно будешь понимать, что тебя ожидает в будущем. И, кстати, про измены. В белорусском законодательстве нет понятия измены и нету юридически наказания за измену, а в брачном контракте это можно прописать, как и другие мелочи. Знаете, я тут побуду некоторой противоположностью, потому что я считаю, это ничего не изменит. Это взять, если уголовное наказание, увеличение уголовного наказания не уменьшает количество преступлений по этим статьям. Никак, абсолютно. Поэтому что договаривайся, не договаривайся, это все равно будет какое-то недоверие, это будут всякие уловки, лазейки, это работа для юристов и дальше судебные тяжбы. Принципиально это ничего не изменит. Что изменит? Больше традиционных ценностей, больше воспитания и уважение каких-то моральных устоев. Потому что препятствовало раньше таким уровнем развода? Ну, семьи, какие-то отношения, больше уважения друг к другу. Вот это все было. А сейчас мы наблюдаем абсолютно противоположное. Если эта бумага составляется при заключении брака, то изначально подразумевается, что брак будет через какое-то время трещать. Это понятно. Вот. Поэтому я считаю, что брак должен быть чисто по эмоциям, по чувствам. Потому что ты не можешь иначе, не можешь без присутствия в твоей жизни вот этой вот женщины. Пусть у ней там, не знаю, нос вкурнулся или там еще что-нибудь, но тебя к ней тянет, ты без нее жить не можешь. Вот это будет брак. Лілія, у мяне тут пытанне, вот якраз таки згодна з рэплікамі нашай публікі, калі мы кажам пра гэтыя шлюбныя дамовы, то дзе тады застаецца месца для даверу, на якім, як мне здаецца, і пабудаваная в прынцыпе сям'я. Калі ці не пераводзім мы увогуле увесь інстытут сям'і выключна в матэрыяльнае рэчышча. Я бы вообще советовала в первые 2-3 года не жениться, потому что, как сказал зритель, да, что надо на эмоциях все делать и жениться, выходить замуж исключительно по любви, и пока есть эмоциональный запал, это не очень правильное состояние для заключения брака, потому что заключение брака — это официальная процедура, это фактически гражданский договор, да, это в большей степени про договоренности, чем про любовь. Поэтому я бы как раз подождала всплеска, пока пройдет всплеск влюбленности, это 2-3 года, а потом можно с холодной головой здраво рассуждать, подходит вам этот человек для жизни или нет, чего вы с ним хотите, что может получиться в ходе вашей семейной жизни, и если вы вдруг разведетесь. Поэтому договор доверие никак не разрушает, а как раз наоборот дает почву и дает опору, зная, что после развода тебя что-то конкретно ждет. Что если я сейчас смотрю с детьми, я не работаю, я не останусь потом без средств, а у меня в договоре прописано, допустим, содержание или какая-то часть денег на мой счет. Прекрасный договор.
По-моему, это сразу изначально... Тогда мы говорим о том, что, по-моему, наверное, проститутки честнее и лучше, не? Потому что это фактически проституция. Вы хотите узаконить проституцию на таком уровне? Мне падаецца, што справа дамовы шлюбнай вельмі цяжкая і складаная, таму што калі складаецца шлюбная дамова, людзі, будучыя муж і жонка, яны не могуць перадздагадацца, што іх чакае далей, якую маёмасць яны нажывуць, ці нажывуць яны штосьці. Як можна прапісаць усё, мы не пазбегнем ніякіх акалічнасцяў, ніякіх, каб все было стройна і класна, але все ж таки дамова, штосьці кшталту дамовы, это вельмі файная рэч. Просто яе трэба настолькі неяк разумно рабіць, что вот мне, например, бы не отрымалось. Слушай, вот смотри, какие домовы, вот я не помню, у кого это, ну, чье-то высказывание, что вот все вот это комплименты, все это не про настоящего влюбленного мужика. Настоящий влюбленный мужик — это баран, которого вот просто бери, вези, делай с ним что хочешь, он все тебе подпишет, потому что он любит, он влюбленный. Я думаю, женщины такой же история. Не ведаю, мне падаецца, што калі чалавек баран, то трэба задумацца ўвогуле, влюбленный мужчина, который действительно любит. Я могу сказать, что в моей жыццёвай ситуации мне не спатрэбіліся дамовы шлюбныя, таму што, нягледзячы на ўсе наши жыццёвыя акалічнасці сямейныя, мой муж аказаўся шчырым у гэтым плане чалавекам. Першы муж. Ён прыйшоў да мяне без нічога. Мы жылі ў маёй кватэры. Ну, я уже сказала, мы ездзілі на маім аўтамабілі. Ён не прынёс ніводнага прадмета мэблі. Ён прынёс ноутбук і рондэль. І ён сышоў з гэтым ноутбукам і рондэлем. І, можа быць, у гэтым ёсць пэўны залог, заклад без крыўднага, ну, не, крыўднага, балючага, але ўсё ж таки не такога траўматычнага разрыву. Мы першапачаткова мусім ведаць, што ёсць маё, а што ёсць не маё. Это першае, і яшчэ мне падаецца, можа быць, я не маю рацыі, но мне падаецца, што ў любых сямейных адносінах і муж і жонка мусяць рабіць унёсак у матэрыяльнае становішча сям'і. Таму што мы вельмі часта чуем з боку мужчын, што вось яна села мне на шыю, вось яна са мной дзеля грошай, вот это все вот эти вот бабы, яны такія карыслівыя, вось. Так не мусіць быць. Трэба нейкім чынам рабіць па-іншаму. Ведаеце, у меня есть прыклад. Моя мама засталася ўдавою, калі мне было 4 гады. Моему брату было, адпаведна, 17, на 13 гадоў старэйшы за мяне. І яна засталася абсалютна адна, без сродкаў да існавання. Гэта быў 1991 год, самы трындзец, разруха. Я памятаю голад, напрыклад. І ёй прыйшлося ўсё пачынаць з нуля. Ёй прыйшлося разумець і вучыцца жыць адной і падымаць адной сваіх дзяцей. Яна гэтага не ўмела рабіць. І вось я потым трошкі, калі падрасла, стала падлеткам, я зразумела, што са мной такога ніколі не мусіць быць. Колькі б дзяцей у мяне не было, як бы я не кахала свайго мужа, як бы я там як овца ці баран не там ішла за ім, не паўзла, я ўсё роўна мушу мець нейкі запасны выхад. Я мушу забяспечыць сябе і сваіх дзяцей, не гледзячы ні на што. І гэтым я і кіруюся. І это класная штука, насамрэч. Таму што вот зараз я цяпер другі раз замужам, і я ведаю, што грошы не з'яўляюцца вот гэтым адзіным, што нас яднае. Наадварот, это нас як бы, ну, абсалютна не калыша, таму што у яго ёсць грошы, у мяне ёсць грошы. Мы не дзелім бюджэты, не. Але я ведаю, што калі раптам, не дай Боже, мы будзем разыходзіцца, то это абсалютна не стане ніякай праблемай. Это все будзе лёгка і проста, таму што кожны можа сябе забяспечыць. Класная ідэя, дарэчы, паспрабуйце. Давайце-ка яшчэ накалім. Я тут на прасторах інтэрнэту знайшоў цытату. Вы, Ілля, залайкали. Давайте-ка поглядим. Если женщина не знает своего предназначения, пожертвовать своей жизнью ради своего мужчины, она будет накапливать негативную карму. Если мужчина не знает о своем предназначении, пожертвовать своей жизнью ради своего духа, он будет также накапливать негативную карму, усложнять и утяжелять свою судьбу. Я сразу прокомментирую. На самом деле, я вообще в комментариях, да, была большая спречка. На самом деле, тут я потом там признал свою ошибку, потому что я не посмотрел, кто такой этот Олег.
А якая розница? Подожди. Потом я не прочитал цитату до конца, не про дух, да. То есть я думал, что там имелось в виду равные отношения, что жертва должна быть обоюдной. Оказывается, тут пошло как бы совершенно другое. И там есть в этой как бы ветке, да, есть комментарии. Мы там долго встречались, потом стоп. Я понимаю, что я, во-первых, я извинился там в комментариях. Я неправильно понял пост. Во-вторых, я понял, что это вообще Олег Бакачев, там, это вообще какая-то секта, да, своя. И я там, прочитав его стену, я понял, что это вообще не мое, я с этим не согласен. Девчата, а вы сгодны ахвяровать собою? Женщина не должна жертвовать своей жизнью ради мужчины. Женщина должна жить, чтобы быть счастливой и делать счастливых вокруг себя. Это дети, муж, родственники и так далее. То есть она делится своим счастьем, потому что мужчины живут за счет энергии женщины. Мужчины питаются женской энергией. Лая довольна, ты доволен. Конечно. Потому что я это знаю. После 3 браков я это осознала, что женщина тянет на себе всю семью. Женщина своей энергией тянет всю семью. Женщина управляет семьей. Да, конечно. А для этого надо энергия. А чтобы женщина получила энергию, ей надо позитивные эмоции. А мужчина этой энергией питается, поэтому все должно быть взаимосвязано. Мужчина содержит и дает положительные эмоции женщине, она дает ему счастье. В чем проблема? Я не вижу никакой проблемы. А у меня пытанне ўвогуле да фразы. То бок жанчына мусіць ахвяраваць сабой дзеля мужчыны, так, гэта як карма, а мужчына мусіць ахвяраваць сваім жыццём дзеля свайго духа. Это як? Ахвяраваць сваім жыццём для свайго духа. Мне тут цікава вот што. Кацярына, ці ўвогуле варта чымсьці камусьці ахвяраваць? Вот што цікава. Вот таму што мне здаецца, ну вот стасункі нармальныя, яны якраз палягаюць на нейкім нармальным суіснаванні. Мне падаецца, што калі б я прыйшла вот зараз пасля здымкаў плана Б, прыязджаю я дадому і кажу: дарагі, я готова ахвяраваць сабой. Скажи, што мне рабіць. Я залезу ў агонь, у ваду. Я ахвярую дзеля цябе сабой. Ён мне пасля пазвоніць і скажа, чым ты этим паіў на этой праграме. Подожди, смотри, брак — это дипломатия, да, дипломатия высшего уровня. Но, на мой взгляд, это мое мнение. Дипломатия подразумевает, что мы идем на какие-то уступки, да, и нам идут на уступки. То есть я, когда комментировал вот это и лайкал, я подходил именно с такой точки зрения, со своей точки зрения. То есть, как говорят поляки, цости за сости, да? То есть что-то за что-то. То есть вот это есть брак, вот это есть отношения, это есть дипломатия. То есть высшая дипломатия. То есть человек, который прожил с женой 25 лет, смело можно его на министра иностранных дел. Потому что он урегулирует любой конфликт. Ну и ее тоже, в принципе. Лилия, скажите, калі ласка, что варта разумець кожнаму чалавеку, ну, базу такую, для того, каб ягоны шлюб быў шчаслівым? То, что каждый человек проходит свой путь. Но не могут несчастные люди составить счастливый брак. Помните о том, что, простите за эту банальную вещь, что рождаемся мы одинокими, уходим мы одинокими. И весь мы путь проходим сами. У нас у каждого, женщины, мужчины, есть свой отдельно от семьи путь. На какое-то время мы можем сойтись рядом друг с другом, идти, помогать друг другу, поддерживать, укреплять, развивать и так далее. Но может наступить момент, когда наши дороги, правда, расходятся. И важно здесь не мучить друг друга, не жертвовать своими жизнями, своим путем ради друг друга, а помнить о том, что вы самодостаточно единица мозга. 3-5 лет менять жену, да? Кацярына, ад вас... Так это же обоюдная. Моя партнера парада. давайте. Так. Моя парада, як жыць шчаслівай, шчыра кажучы, я не ведаю, у мяне няма парады, таму што ўсе людзі розныя. Класна мець нейкую супольную, это нават не інтарэс. Вось ведаеце, я замужам за айцішнікам, інтравертам, які з людзьмі, ну вот з метра ён ведае, можа раз на год у госці схадзіць да яго, ну там можа раз на год яшчэ кудысьці, а так ён поўная супрацьлегласць мяне. Але штосьці ў нас ёсць такога агульнага, што мы умудрыліся сустракацца 4 гады ў маім юнацтве, прычым
платанічна сустракацца, вот так высока, гераічна, романтычна. Потым разбегчыся, я умудрылася замуж схадзіць, дзяцей наражаць, а потым мы зноў збегліся. І зараз мы жывем шчасліва. У чым сакрэт гэтага шчасця? Я не ведаю. Можа быць, это з крайняй ступені павага. Можа быць, это беражлівасць. Мне ўспамінаецца выпадак, я хварэю на рак. І калі ў мяне пачаліся хіміятэрапіі, я хадзіла, я не хадзіла, я лежала лысая і, прабачце, рыгала. І мой муж не рабіў выгляд, што ён гэтага не заўважае. Ён ні разу не папракнуў мяне тым, што я страшная. Ён ні разу не сказаў, што я не выконваю свае абавязкі. Ён на руках насіў мяне ў прыбіральню і назад. І я разумею, што калі з ім штосьці здарыцца, то я буду паступаць гэта такім жа самым чынам. Не таму, што ён зарабляе грошы, не таму, што ён там супер-пупер класны, разумны і прыгожы, а таму, што проста ён побач, таму што мы разам. І гэтага дастаткова. Да таго ж ён выхоўвае маіх дзяцей як сваіх. Это вельмі дорага каштуе. Это найвышэйшай ступені, мне падаецца, гераізм, калі мужчына прымае чужых дзяцей і разумее іх як сваіх. І за гэта я буду таксама вечна яму ўдзячна. Таму рэцэпт не ведаю. Вось на гэтай жыццесцвярджальнай ноце мы скончым сённяшнюю праграму, хаця і можна было, канешне, весці яшчэ вельмі доўга. Давайте падзякуем нашым спікерам. Кахайце адзін аднаго, паважайце адзін аднаго і жывіце доўга і шчасліва. З вами быў Зміцер Міцкевіч, вы глядзелі ток-шоу «План Б». Змагайцеся!